Что делать, когда в бизнесе предал лучший друг? Как жить дальше и как теперь вообще верить людям? Дело в том, что деньги не подразумевают перемешивание с дружескими отношениями. Деньги отдельно, дружеские отношения отдельно. Если это деньги, то они требуют контроля, учета и того, что называется «доверяй, но проверяй». Можно верить человеку, доверять ему, прекрасно к нему относиться, но система контроля и проверки должна при этом работать. Если человека нельзя проверить, и вы ему доверяете, то никогда нельзя исключать шанс от того, что он по слабости или по злому умыслу, по корости вас предаст. И опять же, все зависит от человека. Если он верующий, если у него на первом месте душа, если он нравственный, если он может жертвовать, если он может простить обиду, если он не злопамятен, если он может договориться, пойти на компромисс, уступить, если он может уступать в мелочах, но в главном себя держит, то с этим человеком можно работать, сотрудничать. В принципе, если вас предал лучший друг, значит, это закономерно. Значит, вы позволили ему это сделать. Либо своим внутренним состоянием, либо своим внешним поведением. Либо вы забросили контроль и положились на другого, а это зависимость, а зависимость всегда наказывается. Либо это ваша внутренняя дисгармония. Скажем так, ваша внутренняя привязанность на уровне тела, духа или души достигла того уровня, что у вас могут погибнуть дети. Или вы можете погибнуть. Вы этого не знаете, у вас все идет благополучно, а смерть уже стоит за вашей спиной. Как вас спасти? Нужно разрушить вашу привязанность на уровне человеческого, на серьезном глубинном уровне. Не на уровне тела, потеря денег, не на уровне даже духа, неприятности по судьбе, а на уровне души. Это предательство близких, измены, обиды очень серьезные со стороны близких. Вот если вы здесь сумеете простить и понять, что каждый человек управляется Богом, а на Бога обижаться нельзя. Если вы сумеете эту обиду преодолеть, то, во-первых, вы очистите свою душу, и несчастье, как оно выглядит снаружи, окажется счастьем, спасением, хотя вы можете этого не понять. Поэтому если обижают немотивированно, предают или обижают близкие люди, родственники или друзья, то в первую очередь это знак об очень серьезном вашем глубинном внутреннем неблагополучии. Вот отсюда и пишите. Ну а дальше научитесь разделять деньги и дружбу. Скажите, а есть ли какой-то способ притянуть к себе деньги? Какие способы работают? Например, хранить доллар в кошельке или откладывать деньги, чтобы работало выражение «деньги к деньгам». Самый лучший, так сказать, приворот денег – это гармоничное состояние души. Это правильная система целей. Это постоянное развитие. Это добродушный и щедрый характер. Дело в том, что ведь деньги не являются показателем счастья. Далеко не являются. Речь идет о минимальном количестве денег, которое нужно для достойного проживания. Когда у человека появляется возможность достойно жить, то дальше совершенно другие аспекты включаются. Я говорил как-то со своим приятелем, он говорит, я думал, когда человек становится миллиардером, весь мир меняется, он миллиардер. Он говорит, когда им стал, я ничего не заметил. Вот когда, говорит, мне было нечего есть 20 лет назад, мы сидели, молились всей семьей,
Я считал, что деньги это все счастье. А потом я понял, как только деньги дают тебе возможность поесть, купить дачу, машину, они меняют свой смысл. Они уходят на второй план. То есть для нищему кажется, что деньги это все. А когда человек эти деньги получает, он должен понять, что это всего на все ступенька. И количество денег не является гарантом счастья. Наоборот, человек часто превращается в раба тех капиталов, которыми он владеет. И тогда у него и характер портится, и в семье начинает разваливаться отношения. Потому что не деньги уже для него, а он для денег. Поэтому деньги – это одна из составляющих, один из аспектов человеческого счастья. Показатель того, так сказать, как символ энергии, показатель того, что у нас высокая энергетика, а не больше. И понял, что характер-то у меня улучшился не намного. Здоровье улучшилось, характер нет. Я стал мягче, снисходительнее, я научился прощать. Я рефлекторно извиняюсь, если меня толкнули внутренне. У меня много очень изменилось к лучшему. Но корни-то остались, как выяснилось. Переживание за будущее у меня осталось. Тенденция осуждать людей, плохо думать у меня осталась. Элементы уныния у меня остались. Тенденция плохо осуждать людей также. И определенные моменты жадности, корни их я в себе чувствую, и зависти, корыстности. И тогда я себя спросила, почему у меня нет прогресса. И в каких-то моментах то, что называется гордыней, оно не только не уменьшилось, а стало увеличиваться. Это была для меня очень неожиданная ситуация. Получается, что система не работает. Я 20 лет проводил исследования, а потом видел, что у меня гордыня растет. И тогда я, анализируя, думая, понял, в чем смысл притчи Христа о 7 бесах. Душу можно через покаяние очистить. Но если человек дальше опять может согрешить, то чем чище его душа, тем он будет здоровее. Энергетика лучше, физически здоров, от всех болезней избавится. Но покаяние не является гарантом того, что он будет так же нормально себя вести, что он будет другим. Гарантом является характер. Как изменить характер? Я начал думать, и вдруг я с удивлением понял, что 2000 лет в основном-то мы занимаемся покаянием, мы занимаемся ритуалами, а целенаправленной системы изменения характера нет. Как изменить характер? Я задал себе вопрос и вдруг понял, что современная психология на этот вопрос ответить не может, и в религии этот момент не разработан. В основном святые отцы, опыт святых отцов – это покаяние, уничижение и жесткий аскетизм. Но не загнать же всех в пещеру, не поставить коленями на камни, чтобы они стояли там годами. Как обычному человеку преодолеть гордыню, как ему изменить свой характер к лучшему?